Добрый день, дорогие сограждане и монгольские друзья. Меня зовут Татьяна Сичихина, я являюсь пресс-атташе посольства России в Монголии. Совсем недавно мы отметили очень важный для всех православных верующих праздник – праздник Светлой Пасхи. По случаю этого события мы решили побеседовать с настоятелем Свято-Троицкого прихода Русской Православной Церкви в Улан-Баторе отцом Антонием. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы и ваши прихожане отметили праздник Светлой Пасхи? Отметили праздник Светлой Пасхи торжественно, радостно. Но надо отметить то, что мы готовились долго к этому празднику на протяжении всего Великого Поста. Готовились и молитвенно, были особые великопостные богослужения на протяжении 49 дней. И воздержание в пище. Прошли поприще Страстной Седмицы, в дни, которые мы вспоминали крестный путь и страдания Господа Иисуса Христа. Ну и приблизились к встрече Светлой Пасхи, уже в ночь субботы на воскресенье пасхальную, отслужили пасхальную утреннюю литургию при большом, слава Богу, стечении народа, помолились. В общем-то, и так и отметили. И помимо молитвенной какой-то деятельности, которой мы занимались здесь на протяжении Великого Поста, мы, конечно, и занимаемся гуманитарной деятельностью. И на протяжении вообще всей жизни христианин должен помогать ближним. А в дни Великого Поста и в дни Светлой Пасхи, наверное, особо должен уделять внимание благотворительной деятельности. И у нас ежегодно проводится акция, когда мы собираем продуктовые наборы для нуждающихся граждан России, проживающих в Монголии, слава Богу. Продуктовые наборы сейчас сформированы. В акции принимает участие большое количество людей. Конечно же, в первую очередь это сотрудники посольства Российской Федерации, причем все индивидуально помогают, посильно участвуют в этом деле. Представители российских компаний, в данном случае у нас продукты привезли фирма «Алейка», «Махеев» и магазин «Россияночка». Вот здесь у нас рядом с храмом находится, тоже выделили достаточно большое количество продуктов, и, слава Богу, удалось сформировать приличные такие хорошие, приятные продуктовые наборы, пакеты. Там не просто какая-то гречка будет лежать, а можно будет вкусно поесть и порадоваться немножечко. Да. Таким вот образом мы занимаемся благотворительностью, таким образом мы отмечаем Пасху Господню. Расскажите, пожалуйста, о том, как сейчас обстоят дела у Русской Православной Церкви в Монголии. Какова численность здесь православных? Растет ли их число? Да. Сложно сказать, конечно, сколько у нас православных сегодня в Монголии, потому что, скажем так, постоянно основная масса православных, конечно, это россияне. И количество россиян здесь все время меняется. Одни приезжают, другие уезжают. И, наверное, основу нашего прихода составляют это люди, которые командированы сюда, работают здесь. Основная масса прихожан – это именно они. Конечно же, есть прихожане, кто постоянно проживает в Монголии. Есть прихожане и из других государств, не только из России. У нас вообще очень разнообразен национальный состав прихода. Здесь и сербы, и, конечно же, монголы. Их не очень много, но они есть, ходят, слава Богу, молятся. И американцы есть, и канадцы есть, и украинцы есть, белорусы, конечно же, к нам приходят. То есть все те православные люди, которые приезжают сюда, живут здесь, работают, кто-то, может быть, тут даже и семью основал из разных стран мира, они все приходят сюда к нам, молятся. На Пасху было по разным подсчетам от 150 до 250 человек, все по-разному считали. Пасха такой праздник, когда люди приходят, уходят, сложно как-то зафиксировать точное количество прихожан. Но в среднем у нас на литургии в обычный воскресный день бывает от 40 до 70 человек.
Вот. И, как правило, это те люди, которые регулярно посещают богослужения. Вот. Поэтому нас не очень много, но, так сказать, мы молимся, мы составляем основу, некую такую закваску здесь, среди монгольской земли. Расскажите, пожалуйста, о том, как у вас выстраиваются отношения с местными властями и представителями местных религиозных общин. Приглашают ли вас на различные мероприятия наравне с лидерами других представителей других религиозных конфессий для обсуждения вопросов общественно-религиозной проблематики? Да, конечно, мы находимся в контакте практически со всеми деноминациями религиозными, которые здесь представлены в Монголии. Периодически бывают межрелигиозные встречи, конференции, обсуждаем вопросы и гуманитарной деятельности, и социальной деятельности, и какие-то юридические вопросы обсуждаем друг с другом, потому что возникают иногда проблемы у некоторых религиозных конфессий здесь, там, например, с продлением регистрации, еще что-то, подсказываем, консультируем. Довольно хорошие у нас отношения с буддийской традиционной сангхой. Вот, нас приглашают на празднования, которые совершаются вот здесь ежегодно. Это день рождения Будды, он государственный праздник в Монголии сейчас. Ну и нас, как представителей Русской Православной Церкви, всегда ждут на официальной части мероприятия, посвященной празднованию дня рождения Будды. Мы присутствуем, в общем-то, поздравляем буддистов с этим праздником. Но остаемся, так сказать, в рамке догматического учения Русской Православной Церкви. Естественно, мы не участвуем в богослужениях никаких, но вот как официальные представители присутствуем на таких мероприятиях. Вот. Так же, как и сами буддисты, периодически посещают наш храм, иногда даже приходят постоять на службе, вот, приходят обсудить какие-то вопросы. В общем-то, мы с ними сотрудничаем. Что касаемо государственной власти, то с государственной властью мы пересекаемся, по большей части, только в рамках продления лицензии, ежегодного продления лицензии на религиозную деятельность. Таким образом мы пересекаемся, власть разные инстанции. Ну и, слава богу, проблем никаких не возникает. Мы понимаем, что есть определенные бюрократические процедуры, которые необходимо выполнить. Мы их выполняем, получаем эту лицензию и дальше продолжаем свою религиозную деятельность. Вот. Но хотя бывают, да, иногда такие моменты, когда мы сотрудничаем с районными властями. Например, к нам обращается администрация 14-го хоро. Ежегодно перед Новым годом просит нас выделить подарки для детей, нуждающихся, которые проживают вот в нашем хоро на Новый год. И мы, если есть возможность, эти подарки выделяем. В этом году вот у нас не было возможности, мы не смогли выделить такие подарочки. Ну, как получается? Периодически к нам приходят из Дурага, Буинзурх, Дурак, администрация говорит: а давайте вот организуйте субботник какой-нибудь дополнительный, или поучаствуйте в посадке деревьев, или пришлите нам фотографии, как вы сажаете деревья. Ну, вот в таком ключе сотрудничаем с местными властями. Ну и надо отдать должное им, что они не мешают нам выполнять нашу деятельность, да, именно миссионерская деятельность, деятельность проповедническая здесь на территории прихода. Вот, и мы им благодарны за это. И это, сегодня это весьма и весьма актуально. В последнее время поступают печальные вести с Украины о гонениях на Украинскую православную церковь. Из Киева Печерской лавры изгоняют монахов, пытаются отобрать церковное имущество. Неонацисты глумятся над прихожанами, неравнодушными людьми, которые выступают в защиту одного из крупнейших центров православия. Что вы думаете на этот счет? Ну, конечно, очень болезненно смотреть и наблюдать за тем, что происходит сегодня на Украине, в том числе и с православной церковью. Мы молимся за наших братьев, которые находятся в этот момент в Украине.
И это очень печально. Мы интерпретируем это как гонение, понимаем, что это гонение. Но, с другой стороны, церковь никогда практически не существовала без гонений. И в какой-то степени это, наверное, нормальное наше состояние. Когда нас гонят, мы помним и Римскую империю, когда гнали христиан и убивали. Мы помним не такие уж и давние события в Советском Союзе, когда церковь Христова была под гонениями. Ну и сегодня то же самое так происходит. И, как сказал Господь, как и меня гнали, так и вас будут гнать. Мы на это ориентируемся и понимаем. И несмотря ни на что, мы знаем то, что врата адова не одолеет церковь святую. Вот. Поэтому рано или поздно это закончится. И я надеюсь, что мир воцарится на Украине, и православная церковь вновь будет находиться там, где она должна находиться. При Свято-Троицком приходе функционирует художественный колледж и спортивный комплекс. Расскажите, пожалуйста, об их деятельности поподробнее. Ну да. Ну, с одной стороны, это наши социальные проекты, особенно художественный колледж. Они занимают наше помещение, которое вот есть у прихода. Мы, можно сказать, им сдаем практически бесплатно, да, там, только за коммунальные услуги они оплачивают. А социальность там какая? То, что в этом колледже учатся детки, инвалиды, дети с ограниченными возможностями. Это у нас и дауны занимаются, и дети с аутизмом, и дети с ДЦП. Вот. Они пишут картины, причем прекраснейшие работы. Очень часто я встречаю совершенно удивительные работы. И когда ты понимаешь, с какими трудностями ребята сталкиваются для того, чтобы преодолеть себя, написать эти картины, которые они пишут, работы становятся еще более ценными. Есть работы, которые выполнены ртом или ногами буквально, и ничем не уступают, скажем, художникам, у которых нет проблем таких со здоровьем. Вот. Ну а детки с аутизмом, у них вообще очень работы, наверное, более яркие, более глубокие, чем у обычных детей. Это очень интересно. Вот. Также на приходе действует спортивный зал. У нас 400 метров квадратных татами есть, зал борьбы. Тренируются у нас там секции дзюдо, секции кроссфита, есть даже секция национальной борьбы. И, между прочим, с нашего зала выходили чемпионы НАДОМа по национальной борьбе, да, они тренировались у нас. По-моему, у нас чемпион НАДОМа был 2020 года, если я не ошибаюсь. Из нашей секции вышел. Спортзал у нас работает в сотрудничестве с БелАЗом. Вот. Действуют секции самбо и борьбы в первую очередь. Туда приходят тренироваться дети монгольские, основная масса, конечно же, но и секции доступны в бесплатном режиме для детей наших соотечественников, да, кто хочет, приходит, занимается, тренируется, ребята, слава богу. Также в спортзале у нас работает клуб, тренажерный зал, у нас тренируются там клуб кроссфита и тренажерный зал, тоже люди приходят, тренируются. Но это уже за денежку, это уже не бесплатно. Да. Вот. И периодически у нас проводятся соревнования на базе нашего прихода, поэтому если будет какая-то возможность такая, да, там, для наших российских спортсменов, наша площадка всегда открыта для того, чтобы приехать потренироваться на нашем татаме. Тем более у нас высокогорье, спортивные сборы, как правило, устраивают высоко в горах. И, в общем-то, у нас мы периодически проводим такие тренировочные сборы на базе прихода. К нам приезжали спортсмены из Якутии. Вот, якутские спортсмены, да, тренировались под дзюдо. Ну, потом уехали домой за медалями. Да, было такое. И можно у вас же устраивать совместные соревнования российско-монгольские? Да, конечно, да, конечно. Зал позволяет устроить совместным российско-монгольские соревнования. Конечно, не очень большого масштаба, может быть, мы можем там организовать, скажем, для одной весовой категории, для одной возрастной категории соревнования. Это
Это было бы хорошо, если будет такое сотрудничество. И мы периодически устраиваем такие соревнования по возможности. Но если у кого-то появится желание, обращайтесь, мы открыты к сотрудничеству. А какие у вас есть планы по развитию прихода в будущем? Какие задумки? Такой вопрос интересный, потому что, какие у нас могут быть планы по развитию прихода? С точки зрения духовной, какие планы? Служить, молиться, и особо таких планов никаких не строим. Конечно, хотелось бы, чтобы наш приход, может быть, чуть больше работал в миссионерском направлении, в плане проповеди Слова Божия среди монголов. Конечно, мы здесь немножко не дорабатываем, будем откровенны. Наверное, в первую очередь даже я. Но, тем не менее, есть такое представление о том, чтобы приход развивался именно как миссионерский, чтобы приходили не только православные по рождению к нам на богослужение, но приход пополнялся людьми, которые пришли и обрели Христа вследствие нашей проповеднической деятельности. Помимо всего прочего, есть, конечно, такая мечта и задумка построить часовню-костницу на территории храма. Как она родилась и что это за часовня-костница такая? В 2019 году к нам приезжали поисковые отряды, которые регулярно ездят на Холхенгол для того, чтобы поднимать останки советских воинов, японских воинов, монгольских воинов, которые погибли на реке Холхенгол. И в процессе беседы ребята с поисковых отрядов обозначили то, что всегда возникает проблема, как перезахоранивать, куда перезахоранивать останки погибших воинов. И родилась идея, что можно на территории прихода построить часовню-костницу по типу афонских часовен, или в России, в городе Муром есть такая часовня-костница, куда собираются останки умерших людей, они там складируются, она выступает одновременно и как склеп, и как некая такая религиозная место поклонения, где можно помолиться. И мы пришли к выводу, что это вполне возможно, получили поддержку от главы ОВЦС митрополита Антония в этом направлении работать. Но, к сожалению, после 2019 года у нас начался ковид, все так заглохло, ничего не получалось, даже просто сделать эскизный проект было все очень сложно как-то. А потом, год назад, совершенно чудесным образом, мы познакомились с одним архитектором, он приехал к нам в храм, и когда я ему рассказал об этой идее, он говорит: а я вам сделаю этот проект совершенно бесплатно. От начала и до самого конца его буду вести совершенно за свой счет. И на сегодняшний день мы уже создали эскизный проект этой часовни-костницы. Помимо часовни-костницы здесь будет на территории прихода устроен мемориал воинам, погибшим на реке Холхенгол. И на сегодняшний день уже помимо эскизного проекта начали прорабатывать техническую часть этого проекта. Просчитываются фундаменты. Сегодня буквально на днях созвонился с архитектором, он говорит: я считаю фундаменты. Поэтому Бог даст. Осталось дело за малым, осталось найти финансирование и спонсоров, кто готов, так сказать, поучаствовать в строительстве этой часовни-костницы. А с точки зрения духовной, что это нам дает, мы, во-первых, далеко не каждый имеет возможность, даже из родственников тех воинов, которые там погибли на Холхенголе, приехать на Холхенгол. Это очень далеко, А священники тоже там бывают не очень часто, может быть, в лучшем случае раз в год. И, конечно, послужить панихиды, помолиться, что мы делаем регулярно, на Радоницу, на родительские субботы, нету возможности. Поэтому, если бы мы реализовали этот проект, создали бы эту часовню, то, конечно же, здесь храм, здесь постоянно идет молитва, и все эти поминальные богослужения
мы бы совершали регулярно. Да, молились бы за наших усопших воинов, и родственники могли бы приехать в Улан-Батор, что вполне себе возможно, да, здесь поклониться останкам своих предков. А как Монголия исторически связана с православием? Были ли в истории случаи, когда монголы становились православными? Ну, если исключить новое время, да, новейшее время, у нас вот за последний период 19 лет было крещено около 70 монголов. Ну, это ни много и ни мало, но вот сколько есть, да? Вот, но были интересные случаи, да, когда монголы принимали православие, даже не просто принимали православие, а становились святыми. И такой пример – это царевич Петр Ордынский. Это Чингизид, племянник хана Берке, правнук Чингисхана. Он в Орде услышал проповедь святителя Кирилла, тогда приглашали православных священников периодически в Орду, чтобы они помолились, может быть, там у одра болящих людей, потому что все-таки по молитвам на наших русских святых частенько, да, происходили такие чудеса, и исцелялись даже некрещенные люди, да, не говоря уже о крещенных. И вот один из таких приездов, святитель Кирилл, митрополит Ростовский, он молился у адра жены хана Берке. Ну, естественно, пока находился здесь в Орде, проповедовал Слово Божие, рассказывал о Христе. И вот царевич Петр, тогда его звали Даир, до крещения, он проникся Словом Божиим, и после того, как святитель Кирилл уехал, и царевич Петр тоже отправился вслед за ним, догнал его на лошади, в итоге поселился в Ростове Великом, там принял крещение, стал православным, женился на русской девушке, вот, будучи вот женатым на ней, построил один из храмов, который есть в Ростове Великом, а после смерти жены он принял постриг монашеский, стал монахом и основал монастырь, который вот по сей день действует в Ростове, вот что удивительно. Ну, видите, у нас есть православный монгол, не просто православный монгол, а святой православный монгол, да, которому мы молимся, который ну, является, наверное, покровителем нашего храма. Мы всегда поминаем его, всегда обращаемся к нему в молитве, просим, чтобы он нам помогал в проповеди Слова Божия здесь, на монгольской земле. Ну и помимо того, что вот мы почитаем преподобного Петра Ордынского, да, и здесь молимся ему, у нас вот есть святыня нашего храма, тоже очень интересная, как мне кажется, интересная, я думаю, многим потом она покажется интересной, вот, хоть и не в рамках вашего вопроса, но тем не менее. В XIX веке была такая традиция у российских купцов заказывать на фоне иконы для храмов, в которые они ходили, в которых они молились, или каким-то образом они были связаны. И вот одна из таких икон была заказана для нашего храма здесь, в Улан-Баторе. Ну, как сказать, для нашего, для будущего нашего храма, да, для современного храма. Была написана икона самонаписавшейся Божьей Матери. Был сделан список на горе Афон и прислан сюда, в Ургу. Храм тогда функционировал при российском консульстве, он был домовой храм, такой очень небольшой. А на оборотной стороне доски было написано, что эта икона пишется во благословение для всех жителей Монголии и Китая, вот, и для будущего благолепного храма в городе Урге. Понятно, что были какие-то, по всей видимости, планы построить храм здесь, в Урге, православный, но революция 1917 года, она не дала реализоваться этим правом, этим задумкам. И после 1921 года, когда барон Унгерн убил здесь последнего настоятеля, отца Федора Парникова, икона тоже пропала. Мы не знали, где она находится, и вот ну, буквально там лет 10 назад она обнаружилась в запасниках Бурятского национального музея.
оригинал этой иконы с этой надписью. Вот, я ездил туда, смотрел, конечно, удивительная красота иконы. И мы на протяжении нескольких лет, мой предшественник, отец Алексей, и я на протяжении нескольких лет занимались, не оставляли попыток вернуть эту икону обратно сюда, в Монголию. Но, к сожалению, российское законодательство не позволяет это сделать. И вот мы в попытках вернуть ее дошли до заместителя председателя Государственной Думы Алексея Васильевича Гордеева. Я обращался уже к нему с просьбой помочь нам вернуть икону, которая по праву принадлежит нашему храму. Да, написано на ней, что для будущего благолепного храма в Урге храм есть, иконы нет. Вот. Но Алексей Васильевич сказал, даже и мы не можем вам здесь помочь, потому что федеральная собственность не подлежит отчуждению, тем более за границу. Вот. И предложил создать список с той иконы, которая хранится в Музее истории. Вот в прошлом году российские художники приехали в музей на протяжении месяца. Они работали в музее, потом забрали наш список в Москву, в Москве, закончили над ним работу, и 19 декабря 2022 года митрополит Антоний, глава ВЦС, осветил вот эту вот икону Пресвятой Богородицы, самонаписавшейся, для нашего храма. Причем копия настолько точная, что даже с оборотной стороны доски надпись о том, куда предназначается икона, и благословение для кого она была написана, она осталась, мы ее сохранили как есть. Вот. И торжественно мы из Москвы прилетели в Иркутск, и уже с Иркутска таким большим крестным ходом, продолжительным, на протяжении нескольких дней, мы ехали в Улан-Батор. Заезжали, останавливались, молились в храмах и города Иркутска, и молились вместе, да, перед этой иконой в Посольском монастыре на берегу Байкала, Преображенский монастырь. И нас митрополит Бурятский встречал в Улан-Удэ при большом стечении духовенства, и мирян тоже молились перед этой иконой. Потом мы уже заезжали в Гусиноозерск, в Кяхту, и по пересечению границы в Алтан-Булаге мы на самом высоком месте остановились и тоже совершили молебен перед иконой Божьей Матери, уже здесь, на монгольской земле. Торжественно привезли. И вот мы, видите, у нас прихожане приносят цветочки, постоянно ставят ко Престой Богородице, молятся, обращаются с какими-то просьбами. Вот, у кого что на душе болит, да, молится и просит заступничества от Пресвятой Богородицы перед этой иконой. Мы побеседовали с настоятелем Свято-Троицкого прихода Русской Православной Церкви в Улан-Баторе отцом Антонием. Спасибо вам большое, отец Антоний, за такой содержательный и очень интересный разговор. Благодарим за внимание. Христос воскресе! Воистину воскресе!